Ассаламу алейкум, уважаемые соотечественники. Сегодня я приехал в посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации для того, чтобы прояснить ситуацию вокруг того, что сейчас, как вы знаете, в социальных сетях очень много информации о том, что надо делать гражданам Кыргызской Республики до 15 июня. И я решил лично проконсультироваться по этому вопросу у консула посольства Кыргызской Республики Российской Федерации Эдуард Кашкаевич. Эдуард Кашкаевич, во-первых, спасибо, что согласились проинформировать наших соотечественников по этому вопросу. Вот, все-таки можете нам подробнее рассказать, что необходимо делать гражданам Кыргызской Республики до 15 июня, потому что многие говорят, что нужно выехать. Те, кто живет в России более 3 лет, а те, кто живет там, условно говоря, год или 2, им не обязательно выезжать. Вот по этому вопросу очень много дискуссий, недопониманий у наших соотечественников. Можете по этому поводу дать какой-то комментарий? Да, конечно. Но то, что сам по себе вопрос ставится, что делать до 15 июня, это, в принципе, вопрос можно по-другому поставить. Вообще, это то, что должен делать любой иностранный гражданин. То есть российская сторона предоставила возможность путем принятия указа президента Путина о том, что это было 15 декабря прошлого года принято. Далее, значит, полгода, получается, до 15 июня, возможность иностранным гражданам, находящимся в России, легализоваться. То есть, если немножко забежать, начать с самого начала, это был прошлый год, это было 18 марта, когда, значит, не только в России, по всему миру пошла, значит, эта вирусная пандемия, были приостановлены регулярные авиарейсы, авиасообщения. И, естественно, иностранные граждане, многие остались отрезаны, не могли даже при всем своем желании уйти к себе домой и так далее. То есть вот тогда было принято первое решение российской стороны о том, чтобы до 15 июня приостановить срок, значит, пребывания иностранных граждан здесь на территории России. То есть, иными словами, никакие меры административных взысканий за отсутствие регистрации и так далее не было. Потому что, как мы все знаем, в результате пандемии, повлекшей за собой, значит, переход на дистанционный режим, многие, значит, производства были остановлены, люди остались без работы и так далее. Потом этот срок был продлен с 15 июня до 15 сентября. Потом этот срок был продлен дальше до 15 декабря. И вот с 15 декабря прошлого года было принято решение о том, что в течение полугода, 6 месяцев, то есть это до 15 июня, получается, дали возможность иностранным гражданам, значит, без последствий для себя покинуть территорию России. То есть те, у которых отсутствует регистрация и так далее. Или просрочка по документам. То есть отсутствие это и есть. То есть либо как бы ее нету, либо она просрочена. Даже если она просрочена, это по сути отсутствие. Вот. Но сразу хочу отметить, за исключением граждан тех стран, у кого на момент принятия этого указа было возобновлено авиасообщение. То есть, как мы знаем, между Кыргызстаном и Россией осенью было возобновлено авиасообщение. То есть для граждан этих стран этот срок был предоставлен меньше в 2 раза, то есть до 15 марта. То есть, значит, наши граждане, как и граждане иных стран, с кем уже были авиасообщения, им давалось время до 15 марта урегулировать свои вопросы пребывания, то есть легализоваться. Значит, после этого, значит, опять-таки, значит, этот вопрос, естественно, поднимался и посольством, и на уровне руководства страны, в том числе, в частности, на уровне вице-премьер-министров, на уровне министров иностранных дел, на встречах на различных. Этот вопрос бесконечно мы закладывали с тем, чтобы все-таки дать возможность тем гражданам, которые не успели до 15 марта легализоваться, это сделать.
До 15 июня, то есть, да? Нет, Нет. Ну, после 15 марта имеется в виду. Понятно. То есть, по сути, на сегодняшний день наши граждане Уже, по сути, должны уже все, покинуть. ну не то, что да, ну, покинуть, они упустили легализоваться. возможность были, значит, легализоваться. То есть они, по идее, подлежат административному взысканию. Вот. Но, значит, были многочисленные переговоры, и в том числе с руководством Главного управления по вопросам миграции МВД России. В принципе, у МВД России, в соответствии с законом о полиции, законом о порядке пребывания иностранных граждан, органам внутренних дел предоставлено право определять, значит, ну, меру административного взыскания. Это то же самое, что, допустим, ГАИ на улице ловит, он может либо ограничиться предупреждением простым, либо там штраф выписать, либо права изъять, либо машину поставить на штрафстоянку. В этом плане аналогично. Значит, и вот в этой связи, вот в этом ключе, значит, была такая выражена просьба, даже более того, мы направили соответствующее обращение официальное, ну, в виде ноты, на том, чтобы все-таки дать возможность нашим гражданам до 15 июня как-то, ну, также легализоваться. Вот. Ну, в этом плане, значит, российская сторона в лице руководства ГУВМ МВД ну, отнеслась с пониманием к этому вопросу и, значит, естественно, объяснили, что они как таковой гарантии дать не могут. Почему? Потому что в общем подходить с этой позиции они не могут. Почему? Потому что сказали, что ну, среди ваших граждан могут быть как граждане, нарушившие незначительно законодательство, а могут быть и те, которые очень сильно нарушили. То есть вот, в части тех граждан, кто не мог практически легализоваться ввиду отсутствия документов действительных, а это те граждане, у которых были просроченные паспорта и так далее. То есть, в принципе, значит, руководство ГУВМ выразило готовность вот к этой категории людей отнестись с пониманием и, значит, решать эти вопросы регистрации, продления регистрации путем, ну, там, то есть этих людей подводят, как мне объяснили, к административному штрафу, и после этого, в принципе, без необходимости выезда за рубеж, и тем более без того, чтобы их включали в список граждан, въезд которым запрещен в Россию. То есть, в принципе, такое понимание есть на сегодня, и я бы, наверное, все-таки призвал тех граждан, у которых, ну, на самом деле, неправильное понимание, что у них лишь один путь, просто покинуть территорию России. Нет, на самом деле это не так. Для этого нашим гражданам, как гражданам страны, являющейся членом Евразийского экономического союза, значит, предоставлено право, в принципе, продлевать свою регистрацию на срок действия трудового договора. То есть, если по порядку идти, то на территории России иностранный гражданин может находиться. Первое, есть, значит, правило, значит, 90 на 180. То есть в течение 180 дней он имеет право находиться 90 дней. Это временное пребывание называется. Первая категория. Вторая категория граждан – это имеющие разрешение на временное пребывание здесь. Там срок, ну, как бы указан в этом документе. Это на основании уведомления, да? Нет. Это отдельный документ. Есть третья категория, это, значит, иностранные граждане, имеющие вид на жительство. Естественно, то есть на тот же срок, который указан вид на жительство. И есть четвертая категория, это именно граждане, значит, ну, я не буду говорить про союзное государство, про Беларусь, у них там отдельные отношения, а я буду говорить вот именно про наших граждан. И это вот как раз таки четвертая категория, наши граждане, у которых нету ни вида на жительство, нету, значит, разрешения на временное проживание здесь, это тоже в виде документа он выдается. И они в то же время приехали сюда на работу. То есть, как мы знаем, по договору о ЕАЭС в рамках Евразийского экономического союза осуществляется свободное передвижение, в том числе и трудовой силы. То есть, там, значит, эта категория, срок пребывания граждан этой категории определяется сроком, указанным в трудовом договоре. Все, то есть, это означает, что на сегодня, до 15 июня, в принципе, есть возможность у человека, у которого превышен или там просроченная регистрация при наличии трудового договора,
прийти в органы, значит, миграции. Ну, там свои процедуры у них есть, видимо, там, они все это оформляют. Там, естественно, какая-то база имеется, чтобы соответствующие отметки внести после там, наложения штрафов административных и, в принципе, зарегистрировать на срок, указанный в этом трудовом договоре. То есть таким образом легализоваться и продлить свой срок пребывания в Российской Федерации. Конечно, верно, да? конечно. А есть ли такое понимание, вот мы очень часто слышим, и к нам в Кыргызский конгресс поступает очень много вопросов таких вот, что якобы есть определенный срок, в рамках которого гражданин Кыргызстана, ну будем говорить сейчас о гражданах Кыргызстана, поскольку это наша целевая аудитория, должен покинуть страну. То есть это там, то есть на основании трудового договора он может находиться в России только до 3 лет. Или все-таки такого нету? Он может и 5, и 10 лет работать на основании трудового договора, не выезжая из России. Ну, дело в том, что по договору ЕАЭС, там ничего об этом не сказано, там сказано, что значит, срок регистрации определяется трудовым договором. И все. То есть это может быть и 5, и 10 лет, Ну, если без выезда. То есть он каждый год продлевается, то есть вот, На основе той же иммиграционной карты, которую он получил при въезде. Да, да. Ну понятно, понятно. То есть сейчас те граждане, которые значит, находятся на нелегальном положении, у кого просроченной регистрации, нету то есть работы, да, они должны значит, ну, легализоваться. Первое, это значит, на основании трудового договора, да, и тем самым уведомить органы ФМС, ну и МВД о том, что они работают, и тем самым они легализуют свое положение в России, правильно? И второе, они должны выехать и заехать обратно через какое-то время, чтобы опять же зарегистрироваться и найти работу. Вот. Понимаете, здесь я бы немножко выразился иначе. Скажем так, вот все вот эти меры, предпринимаемые российской стороной, это как бы приведение в соответствие с законодательством, потому что уже больше чем год все это время местные власти давали возможность, ну, как бы относились снисходительно к иностранным гражданам вот в силу этой вирусной пандемии и так далее. Вот изначально, наверное, чтобы был, ну, для простого обывателя, чтобы немножко был в голове порядок, потому что множество здесь вот как бы пересекаются значит, нормы как внутреннего законодательства, так и нормы международного договора, ну, в частности ЕАЭС. Значит, как я говорю, что вот то, что я перечислил, вот для наших граждан 4 значит, пути нахождения здесь. Еще есть 5-й, это ну, студенты, там у них, естественно, идет регистрация на срок обучения. И для того, чтобы вот вопрос был такой, выехать им или не выехать, опять-таки, каждый гражданин имеет право ну, как бы решать свою судьбу, будущее сам. Но с учетом, естественно, законов и правил страны пребывания. И вот то, что я сказал, вот эти вот перечислил 4 плюс 5-ю категорию, это означает, что трудовой мигрант, который здесь находится на основании трудового договора, вот он должен иметь этот трудовой договор официальный. И имеет, вот он на сегодня имеет возможность, обратившись в органы миграции при МВД России, значит, зарегистрироваться, то есть обозначиться. Как это происходит? То есть у него есть на руках трудовой договор. Да. Да? Он идет с этим трудовым договором и, соответственно, в органы ФМС, ну и МВД, да, по месту, наверное, ну, по месту пребывания. Да. Ну, имеется в виду. И, значит, на основании этих документов он делает себе новую регистрацию, такую, ну, так называемую регистрацию. уведомление, да, новую, и на срок, который указан в трудовом договоре. Да. То есть вот этого достаточно, чтобы вот сейчас наши граждане не беспокоились и спокойно находились в России. Ну да, то есть те граждане, у которых нет целей, ну, а вернее те граждане, которые собираются выехать из России только лишь для того, чтобы вот, значит, скажем так, ну, прекратить действие своего, как бы прекратить срок своего незаконного пребывания здесь. Вот я и говорю, что возможность на сегодня до 15 июня есть такая, то есть при наличии трудового договора они приходят, значит, естественно, как мне сказали, ну, как я понимаю, значит, лояльное отношение, то есть это, значит, ну, наверное, ограничится каким-то штрафом, но сразу дали понять, что это ну, не обязательно доводить будет до выдворения, потому что целью-то этих мер является именно
вывести из тени Да. всех нелегалов. Да, да. Вот. И в принципе вот такая возможность есть. А у тех граждан, которые... И почему сказано, либо покинуть? А покинуть должны те, у кого, ну естественно, если он не работает нигде, не имеет ни вида на жительство, ничего такого, то естественно он должен покинуть. То есть это как бы... Это не значит, что все граждане должны покинуть. Если у него есть официальное место работы, официальный договор есть, вот он не приходит, в том случае, если он до этого по каким-то причинам, ну, вот элементарно в силу просроченного паспорта и так далее, вот он не мог зарегистрироваться. Вот на сегодня, до 15 июня, такую возможность предоставили. Вот. Единственное, что, если до этого, до 15 марта можно было без различных штрафов это сделать, то сегодня, ну, там какая-то минимальная ответственность, конечно, будет. А вот люди, которые потеряли документы, да, допустим, паспорт, кто-то теряет миграционную карту, кто-то теряет ну, регистрацию, соответственно, у кого-то закончился срок паспорта, соответственно, они уже не могут никак там, заключить трудовой договор, да, в связи с просроченными документами. Вот здесь какая сейчас вот, есть возможность у наших соотечественников, чтобы улучшить ситуацию свою? Да, очень хороший вопрос, и именно этим мы мотивировали свою обращенную, значит, свою просьбу к российской стороне о том, чтобы дали возможность вот, немножко как бы, ну, до 15 июня это сделать, потому что на самом деле очень много людей с прошлого года, ну, допустим, где-то порядка, ну, более 9 тысяч паспортов было продлено, только здесь, в Москве, я не говорю про остальные наши точки по России. Естественно, они были продлены до конца прошлого года. Потом, значит, на сегодняшний день, если проще ответить на ваш вопрос, на сегодняшний день у тех людей, у которых паспорта были просрочены уже в этом году, значит, есть решение нашего правительства о том, чтобы мы их, во-первых, продлеваем. До какого срока? До 1 сентября. Этого года. 2021 года. И автоматически, если этот человек не имеет в планах уехать домой, значит, если он работает здесь, то сначала идет продление паспорта, оно осуществляется бесплатно, и тут же потом, значит, подаются документы на его обмен. То есть у нас есть время, то есть мы сначала паспорт продлеваем до 1 сентября, то есть это берем какую-то временную возможность с запасом, и за это время человек, ну, в тот срок, когда ему удобно, он подает на получение нового паспорта. Вот в недавнем своем визите президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сказал, что отныне, ну, в скором времени у наших граждан появится возможность здесь оформлять национальные паспорта, ID-карты так называемые, да, и водительские права. Вот как скоро это все заработает, на ваш взгляд? Ну, значит, первое, по паспортам граждан Кыргызской республики, то есть ID-картам, это решение уже принято, мы их уже выдаем сейчас. Уже выдаете, да? Уже выдаем, да. Отлично. Значит, что касается водительских удостоверений, ну, пока еще, значит, такое решение принято не было, но работа, как мне известно, она ведется, но мы должны для этого получить официальное уведомление. Понятно. Ну, то есть идут организационные вопросы там. Процедурные вопросы решаются, да. Ну, ID-карты уже выдаются, да, мы уже их выдаем где-то. Ну и вот последний у меня вопрос, Эдуард Хашаевич. Сейчас в социальных сетях очень много бушует такая информация, что вот сейчас очень большие очереди в консульстве в вашем, да, в вашем ведомстве, за которое вы отвечаете. Очень много жалоб, ну, не от тех, кто находится на этой площадке непосредственно, а вот и от так называемых диванных экспертов, да, которые сидят в интернете и раскачивают эту ситуацию, что вот консульство не работает, большие очереди, люди не могут получить документы по 2-3 дня, там стоят в очередях там чуть ли не целую неделю. Вот как-то можете по этому поводу дать информацию? Непосредственно вы, как человек, который отвечает за это ведомство, за работу. Да, конечно, значит, ну, это явление носит сезонный характер, поскольку, значит, с окончанием учебного года дети выходят на каникулы на летние, мигранты с учетом этого строят свои планы, и за время летних каникул они у кого-то в планах построить дом, там, достроить дом, что-то еще, какой-то бизнес поставить, какое-то мероприятие провести, торжество, или же поминки какие-то провести и так далее. То есть, в принципе, это каждый год, значит, такая картина, что идет
Именно сезон, именно в этот выезд, период, да? в летний период очень, значит, большое количество наших мигрантов выезжает. Вот, и, скажем так, осваивают те деньги, которые заработали здесь. Вот, и, естественно, за период с начала учебного года, то есть с сентября до мая месяца, скажем так, первое, либо рождаются дети, либо, допустим, приезжают дети значит, раньше это были вкладыши, до сих пор еще пока они уже были выведены из обихода, но ранее выданные вкладыши, они еще были действительны. И вот, значит, либо родились дети, либо у кого срок действия вкладыша окончился, либо даже есть дети, у которых сроки действия паспортов окончились. Естественно, основное количество обращающихся наших граждан, Этой категории, да? Это именно дети. Да, дети. Естественно, процедура, значит, оформления документов на выезд для детей, она немножко отличается от процедуры оформления документов взрослым, потому что у детей, как правило, отсутствуют персональные идентификационные номера, это еще какой-то бюджет времени занимает. Вот. А зачастую приходят люди с 2-3 детьми, то есть вроде бы записан на прием один человек, а приходится обслуживать несколько человек. И это первое. Второе, еще плюс, значит, также нынешняя очередь связана после того, что это как бы носит сезонный характер, еще с тем связано, что опять-таки вот то, что мы до этого с вами обсудили, вот 15 июня дату, то есть у многих граждан немножко неправильное понимание, и они просто думают... Паническая ситуация. Да, они думают, то есть те, у кого... есть и таких граждан большинство, есть те, которые более года находятся здесь нелегально, и по 2 года даже такие, я таких видел. Естественно, они думают, что получив, значит, свидетельство на возвращение, из-за которых как раз таки, вот эта вся очередь, они могут беспрепятственно улететь. Они и так улетят беспрепятственно при наличии. То есть многие приходят к нам, заявляют, что они паспорт потеряли. И, хотя, если разобраться, то у них есть возможность по своим паспортам улететь. Вылет и, значит, получение свидетельства на возвращение не означает, что их, значит, миграционная история очистится. Потому что так или иначе они будут вылетать под своим именем, со своей датой рождения. И по базе они в любом случае пройдут. Получается, ставится отметка, что он вылетел, и в то же время за ним остался непогашенный штраф какой-либо. И не важно, какой штраф. И при этом, если он вылетел, значит, человек проигнорировал. Да. А раз так, это будет что означать? Первое, хочу сразу отметить то, что на сегодняшний день, значит, несколько недель, как мы перешли на принцип работы, и, значит, мы объединяем потихонечку. В общем, правительство к этому наше давно идет в рамках программы Тюндук, и она называется автоматизированная информационная система. На сегодняшний день, до этого АИС паспорт назывался вкратце, АИС конский учет, АИС ЗАГС, АИС нотариат. И вот недавно внедрилась система новая АИС СВР теперь, свидетельство на возвращение. То есть эти все системы между собой взаимосвязаны. Человек, который получает, допустим, он приходит в силу незнания всех этих вещей, он нам говорит, что он потерял паспорт, думая уйти от ответственности, мы ему выдаем свидетельство на возвращение. При выдаче база одна. При выдаче все его имеющиеся паспорта объявляются недействительными. Он, получается, первое, улетает отсюда с непогашенными, значит, штрафами, домой прибывает, об этом он ничего не знает. Прибыв дома, образно говоря, подходит учебный год, август месяц, он собирается опять вылететь из Кыргызстана в Россию. При вылете он предъявляет на паспортном контроле у нас, значит, нашим пограничникам свой паспорт, а там выясняется, что он недействительный. Потому что он уже получил СВР. Первое, его снимают с рейсов. У него прогорает билет. Он, это я просто как бы расписываю ход событий. Далее он бежит в центр обслуживания населения. В срочном порядке восстанавливает свой паспорт. Опять там несет расходы, покупает заново билет, вылетает сюда. А прибыв уже на место, в силу того, что он до этого улетел и не закрыл за собой хвосты в виде штрафов, ему закрывают въезд здесь.
Вот что может повлечь в целом. Я поэтому призвал бы наших граждан бы вот эти вещи не забывать. Если есть штрафы, если у них есть в планах дальше опять прибыть в Россию и здесь дальше продолжать работать, то, естественно, не нарушать и То легализовывать. есть, я правильно понимаю, то есть, если своевременно погашаются штрафы, то есть, риск попадания в так называемый стоп-лист, да, запрет на въезд в Россию, он минимальный. Ну, уменьшается, скажем Уменьшается. так. Ну, Почему? не- Потому ну, что Но все равно есть шанс, что ты можешь попасть, даже если ты оплачиваешь штрафы. есть такое на сегодня, и мы ожидаем, значит, принятия закона нового в области миграции в России. У нас есть информация о том, что в этом законе он будет более тщательно прорабатываться, и в этом законе там будет предусмотрено то, что к выдворению либо к запрету на въезд в Россию будут, значит, привлекаться, значит, только за нарушение миграционного законодательства, а не так, как сейчас. Да. Там любые другие нарушения, ну, образно говоря, скорость превысила и так далее. Да. То есть вот это мы тоже очень ожидаем. Насколько мне известно, ну, там, я так думаю, что, наверное, где-то осенью в ожидании. Да? Ну, очень интересная, очень, я думаю, актуальная для наших соотечественников информация. Владимир Хашхович, вам большое спасибо от имени всех наших соотечественников. Выражаю вот именно благодарность от лица Общероссийского крымского конгресса. На самом деле мы сами не ожидали. Вот, на самом деле, почему пришли? Потому что очень много запросов. Мы просто решили обратиться к Владимиру Хашховичу. Он любезно, с удовольствием согласился дать информацию по этим наболевшим вопросам. Итак, уважаемые наши зрители, да, наши подписчики, давайте резюмируем, да, основные моменты, да, о чем сегодня сейчас говорил Эдар Хашхович. Во-первых, да, не обязательно паниковать, да, о том, что будет до 15 июня, не надо там все бросать и уезжать, выезжать. Достаточно просто легализовать свое положение в Российской Федерации. Для этого необходимо официальное трудоустройство, официальный трудовой договор, да, и на основании трудового договора вы можете получить новое уведомление, так называемую регистрацию на срок, который указан в вашем трудовом договоре. Это первое. Второе. Вот эти вот, значит, большие очереди в консульстве, они это носят сезонный характер, да, и по этому поводу, насколько я знаю, сейчас увеличиваются и ваши ресурсы, и мощности, да, внутри консульства, увеличивается число сотрудников, окошек. Да, я бы, наверное, добавил бы, Да. что касается, ну, как бы режима работы консульского отдела. На сегодняшний день мы имеем, значит, 10 кабин для приема граждан. Из них половина мы уже перевели на работу по выдаче свидетельства на возвращение. И темп на сегодня, получается, если первые дни пропускная способность граждан именно по вопросам свидетельства на возвращение была 60-70 человек, на сегодня мы по 200 человек мы спокойно проводим как бы вот в этом режиме. Вот. Ну и плюс у нас немножко увеличен режим дня, то есть мы в будние дни работаем до последнего клиента. Хоть до часа ночи, да, ну не до часу, конечно, но до 9, как правило, да. у нас они Уже не остается никого. в принципе, да. И мы сейчас анализируем ситуацию. В принципе, мы готовы, так же, как это было с декабря прошлого года, когда по вопросу паспортов обращались, мы по предварительной записи еще и по субботним дням тоже уже у нас как бы запись есть. Ну и последний момент. Обязательно, уважаемые соотечественники, если вы выезжаете из России в Кыргызстан, обязательно проследите за тем, есть ли у вас непогашенные штрафы, обязательно их нужно будет их погасить. И те, кто уезжает на основании свидетельства о возвращении на родину в Кыргызстан, ну, якобы избежать каких-то нарушений, обязательно, то есть вам необходимо также погасить все ваши задолженности и быть уверенным, что у вас в России не осталось непогашенных штрафов. Таким образом, да, соответственно, вы можете себя обезопасить и перед тем, как приезжать обратно. Вам спасибо еще раз, за такую развернутую информацию. Все было очень подробно, все очень было ясно. Надеемся еще раз вас увидеть. Спасибо большое. В любое время. Да, спасибо.